Здравствуйте, дорогие соотечественники. 6 мая 2023 года, время по Астане 20 часов 51 минута. Сейчас в Казахстане СМИ распространяет информацию. Вот эти представители военкомата вылавливают ребят казахов на улицах по всему Казахстану и забирает насильно в армию. Забирает тех, даже у кого есть справки там, независимо, это что учится студент, прямо как в России в прошлом году. Вот небольшое это видео от Азаттыка. Жұмыста алып кетті, военкоматтан жұмысқа келіп алып кетті. Алдына повестка келді ма? Жоқ. Диплом алу керек болсын, майдың аяғында. Жаңа маған бастық айтып отыр ғой, сіз оқып жатқандарда әкеліп жатыр. Енді жаңа справкасына әкелді деген справкасына әкелсе, даже қарап жатқан да жоқ. Мынау жанында кісілер olsun, тұрған кісілердің балдарын бір солай оқып жатыр, справка берілген, оқып жатыр дейді. Бірақ оның не жоқ. Жаңағы военкоматтан қалды ғой. Ондай жоқ, келді, нағылы көшеден алып салып жатыр. Бұл не біз Россиямыз ба? Қазақстан Республикасының азаматтары 18 бен 20 жас аралығында балалар. Қазақстан Республикасының президентінің указынан кейін біз бәрін жоспар бойынша, әр қалада, әр департаментте өз жоспар бар. Сол жоспар бойынша жұмыс жасап жатырмыз, атқарып жатырмыз қазір. Ал мына көшеден сырттан алып кету заңсыз емес па? Заңсыз емес. Вот, сами видите, родители свидетельствуют, справки представляем, несмотря на это забирает. Причем исключительно казахов. Вот смотрите. И на это обращаю внимание, акцентирую. Это в Астане происходит, а в столице, а что в регионах, это там вообще полный беспредел. На что еще обратить внимание, вот журналист спрашивает, а законно это, что вы там на улице вылавливаете? Он говорит, законно, говорит. А что тут законного-то? Здесь же все прописано. Мы же не дикари. Есть это правила, там какие-то, военкомат дает повестку, должен вручить повестку, время подготовиться. А здесь просто как барана хватает, за ногу вперед закидывает. Что за этим стоит, друзья? За этим не стоит просто, что там призыв срывается. За этим я вижу опять руку Кремля. Там горит, там не то что горит, там конкретно уже припекает у этого Путина, вот этого русского мира. Недавно весь мир вот эти видео сполошил. Это провокация Путина, ФСБ. Они инсценировали вот эту якобы атаку террористическую на Кремль. Но вот два мужичка там поднимаются. Вот видите же, да? Два этих офицера ФСО. Вот эти два солдатика все карты им перепутали. Если бы вот эти двое не засветились бы, и если бы взрыв был бы чуть-чуть побольше, там загорелось бы, да, побольше, то Путин это обосновал бы это как теракт, якобы покушение на президента, и он применил бы тактическое ядерное оружие. Я материал ставил, там все эти Миронов, Медведев, Песков, вся шушера. 3 мая все готовы уже, начали говорить, надо применять оружие, надо кончать. Но, еще раз повторюсь, вот этот нюанс, вот эти ФСОшники схалтурили, да, скорее всего, Путин их пристрелит, вот этих двоих. И вот они им всю работу на смарку, вот эту провокацию. Это в свое время, когда Гитлер тоже поджег Рейхстаг, и потом после этого объявил хрустальную ночь, там поджигал евреев, там уничтожал. Теперь Путин, другую спецоперацию они не подготовили, а ситуация накаляется конкретно. Идет отсчет там не то что по дням, по часам. Вот видео вагнеровца этого, Пригожина, так называемого Вагнера. Я сказал, 2 мая будет последний сильный дождь. Погода сухая. Танки и артиллерия уже могут кататься, правильно? Да. 9 мая, может быть, украинцы не захотят подчеркнуть а-ля
денацификация, да, там фашистский режим и все остальное, да? И поэтому, может быть, 9 мая не дадут передохнуть. Ну, до 15-го наступления будет просто вот 100%. Вокруг нас сейчас находится 70 батальонов ВСУ. Это 35 приблизительно тысяч человек. У меня вот флешка, вот просто каждый день пачканы тысячи тел, которые мы вытаскиваем, кладем в гробы и отправляем по домам. Это Пригожин давал интервью журналисту в апреле месяце. Он говорит, со 2 мая дождей не будет, подсохнет, и украинцы будут, значит, атаковать. 35 тысяч, 70 батальонов готовы. И он говорит, сейчас уже у них потери огромные. Да, вот смотрите следующее видео. Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Слушайте меня, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Этим Шариковым всегда все не хватает. При Ленине, они когда вот этих казаков воевали, окружили казаков, 300 тысяч, там Ленин написал директору ликвидировать. А них патронов нет, их связали проволокой и штыками всех в море выкинули. Во время Великой Отечественной войны вот эти 70%, вот, друзья, обратите внимание, у этих Шариковых, да, порядка 70% как раз тоже не было вот этих вот снарядов, вооружений. Вот, 70% не хватает. Во время Второй мировой войны вот тоже порядка 70% доставили американцы и союзники оружие, боеприпасы. И сейчас у этих Шариковых та же проблема, нет оружия. Эти Шариковы готовы весь мир перегрызть, всем спороть животы, 3-летних, 2-летних детей насиловать по всему миру. Но у них просто иногда не хватает оружия. Вот это быдло русско-шовинистическое, вот они захлебнулись в своей этой проблеме. Так, вот этот крыса, Пригожин озвучил проблему, это в начале мая, и вот он, значит, сделает ноги. Обращаюсь от себя лично, от Совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер». Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Все, они валят оттуда. Вагнеровцы, которые самые распиаренные, кадыровцев давно нету, Минобороны давно уже как бы это все списал, а теперь у Путина что? У Путина остаются последние козыри. Какие козыри? Какие он припрятал? Лукашенко прихвостень, Токаев прихвостень, сейчас тот будет белорусов поставлять солдат и Токаев казахов. Поэтому я обращаюсь к гражданам Казахстана. Две причины для того, чтобы не пускать своих сыновей в армию. Первую я озвучил несколько дней назад. Казахстанская армия сейчас внедрены правила русского мира, насилуют детей, снимают это на камеры, и шантажируют детей, вымогают деньги. Вот это прямо на поток поставили, как и в колониях также. Так, первая причина. Вторая причина, вот сейчас детей насильно забирают в пожарном порядке. Вот взаимосвязь вы сами чувствуете, да, вот накаляется там обстановка, и здесь вот так никогда в Казахстане не делали, вот так вот, чтобы на улицах ловили, а это связь прямая. И вот сейчас пригожинцы убегают, вот эти осужденные уже осужденные даже не хотят. У Путина нет этих солдат. Порядка 2 миллионов россиян убежали за границу призывного возраста. На Донбассе, под Рязанью, вот это приграничных Брянске, это приграничных областях с Украиной, матери прячут сыновей в подвалах, кормят их, чтобы их не забрали в армию. И сейчас дефицит солдатов у Путина, дефицит мяса
на эту войну бестолковую. И сейчас он будет заставлять Токаева и этого Лукашенко отправлять солдат из Казахстана и из Белоруссии. Я призываю граждан нашей страны забирать своих сыновей, если кого забрали в военкомат, штурмовать военкоматы любым способом, что хотите делать, сносите, но детей в армию не отпускайте. Кого забрали, прямо езжайте, где часть, оттуда забирайте, потому что сейчас они месяц их там помустроить немножко, потом якобы на учение, ну как было, вы же помните, как это в России было в прошлом году, в январь, они перегнали со всей России солдат на учение якобы, какая граница, и потом загнали в мясорубку. Кто-то за это ответил? Никто не ответил. Вот то, что военком же говорит, Токаев приказ дал, мы, говорит, мобилизуем. А там закон, незаконно, мы приказ получили. Говорит. Как в прошлом году. Токаев сказал стрелять, расстреляли. Кто-то ответил за это? Токаев или его приспешники? Никто не ответил. Поэтому, родители, я вас призываю, не будьте этими, я не знаю, терпилами, этими... Я вообще удивляюсь, что я должен призывать родителей спасать своих детей. Это вообще нонсенс. Это насколько надо быть убогим существом, чтобы при таких обстоятельствах отпускать своих детей. Это надо быть просто бараном. Просто надо быть бараном. Поэтому все граждане Казахстана, всех своих близких, сыновей, племянников, внуков в армию не пускайте. Не то, что в армию, сейчас в колонию, в СИЗО нельзя пускать, потому что русский мир вот что творит. Я всех к этому призываю. Не давайте призывать своих детей в армию, а если призвали, забирайте их любым способом.